Услышав нас и днем, и ночью, вы отложите все дела. Включите нас чуть-чуть погромче, в прямом эфире новостя. Вокруг микрофона Макар Марковкин и Степан Сундуков. Здрасте. Никому ни за что не мстя, передаем последние новостя. Российские новостя. Генпрокурор Юрий Чайка заявил о росте преступности. Интересно, он это из бумажки узнал или на себе почувствовал? По его данным, число зарегистрированных преступлений выросло почти на 9% с января по ноябрь 2015 года и составило чуть более 2 миллионов. А сколько у нас полицейских в стране? 1 миллион. Получается, что за год один полицейский даже 2 преступления предотвратить не может. За счет каких преступлений произошел этот скачок, генпрокурор не уточнил. Какой из этого можно сделать вывод? Не успевать статистика за преступностью. А мне все-таки кажется, там другие проблемы. Ну, например? Например, дал ты взятку из украденных бюджетных денег. Это в какую графу занести? Взятка или хищение? Я думаю, вот эти правонарушения попадают в графу нераскрытые преступления. Продолжаем российские новости. В Москве у уборщицы «Газпрома» украли сумочку стоимостью 300 тысяч рублей. Это, конечно, уже ни в какие ворота не лезет. То, что в столице России даже уборщиц начали грабить. Нет, то, что у уборщицы сумка за 300 тысяч рублей. Для того, чтобы вытащить сумочку с отделкой из крокодиловой кожи, грабители вскрыли джип уборщицы. Даже так? А джип тогда где стоял? У личного особняка уборщицы? Следователи ОВД по району Московской уже возбудили дело по факту кражи сумки. Я бы на месте уборщицы «Газпрома» нанял частных детективов, а не стал доверять поиски сумки за 300 тысяч следователям с зарплатой в несколько раз меньше. А может быть, чтобы в России народ перестал воровать, дать каждому шанс гражданину хоть сутки «Газпром» убирать.